Доброе утро, дорогая республика! На календаре 21 июля, сегодня среда, середина рабочей недели. И это утро встречаем с вами мы, Павел Танин и Дарья Анкехова. Да, и в принципе будем еще до пятницы его с вами здесь встречать на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Как обычно, весь эфир мы собрали из самого интересного, познавательного, бодрого, чтобы зарядить вас на продуктивный день. Ну и о чем мы сегодня поговорим, да, проанонсируем немножко. Это, конечно же, самая главная проблема последних дней для многих населенных пунктов республики – задымленность и смог. И наши коллеги сегодня расскажут, как можно бороться с этой напастью при помощи подручных средств. В рубрике «Мой доктор» мы поговорим о дефиците йода и чем это чревато для организма человека. Ну и, конечно же, полезные советы расскажут нам о том, как правильно пользоваться интернет-сайтами вузов, чтобы определить средний проходной балл по ЕГЭ для поступления. Ну и, конечно же, не забываем про встречу с интересными гостями. Ну а также хотели бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете отправить свои утренние добрые сообщения, вы можете сделать это прямо сейчас. Номер телефона, Паша? 8 914 273 4488. Ну и не забывайте про нашу страницу в Инстаграм «Утро, _, Якутии». Там все материалы из наших выпусков. Можно их комментировать, делиться полезной информацией с друзьями. Ну и как минимум, о чем я всегда говорю, просто хотя бы поставить лайк, нам будет приятно. Ну и, конечно, вся республика ждет долгожданного дождя. Паш, как ты думаешь, как скоро мы порадуемся этой замечательной Я третий день не отлипаю от телефона, смотря в прогноз. Он меня нещадно обманывает сегодня. Ну, а сегодня вроде с утра что-то немножко покапало, хотя мне обещали, ну, говоря про прогноз в телефоне, обещали ливень чуть ли не на весь день. Ну, всякое бывает. Поэтому предлагаю поговорить о погоде и узнать, что же нас может сегодня ожидать. В 6 часов утра в центральных районах температура воздуха была на отметке 20 градусов. В заречной группе плюс 22, плюс 18. В южных районах 19-16 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов плюс 15, плюс 11. В Нижнеленских 17-14. В западных районах 16-9 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 18, плюс 10. В Янских районах 15 градусов тепла, на северо-западе 15-9 выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 20 градусов. Сегодня днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 26 градусов. Что ж, будем надеяться, что гроза действительно придет сегодня в Якутск и разгонит дым, смог. Ну и вот эта влага долгожданная хотя бы как-то нам освежит жизнь в этот жаркий и душный, я бы даже сказал, день. Ну а прямо сейчас наш новостной обозреватель Влад Давыдов расскажет о событиях в республике и за ее пределами. Передаем слово. Приветствую утро Якутии с новостями к этому часу. Влад Давыдов. У россиян появится возможность заключать трудовые договоры, покупать автомобили и совершать другие юридически значимые сделки онлайн с помощью электронных подписей на портале госуслуг. Но пока в порядке эксперимента, который стартовал 20 июля. Участие в эксперименте добровольное как для граждан, так и для бизнеса, который хочет проводить онлайн-сделки с клиентами. Создавать и хранить ключи электронных подписей будет специальная система, подключенная к порталу госуслуг. Зампред правительства Республики Ольга Балабкина в Вилюйском районе проверила работу по борьбе с коронавирусом и осмотрела строящиеся и введенные социальные объекты. Также в ходе посещения соцобъектов руководство района ознакомило зампреда с планом развития нового микрорайона Кетох, где будет построена школа на 990 мест, спортивный комплекс с бассейном, многоквартирные дома по программе переселения и комплексный центр социального обслуживания. Сегодня мы видим, что стройка идет, соответственно, мы ждем эту больницу, и к нему уже пойдет перевязка нового микрорайона. Я думаю, что для города Вилюйска это такой определенно как новый толчок. Я не могла не посетить учреждение здравоохранения, ознакомилась с ходом вакцинации, понимая, что ситуация сегодня по коронавирусной инфекции, она достаточно, хотя и значит, непосредственно контролируемая, но достаточно сложная. Меры необходимо соблюдать. Также призываю всех жителей Вилюйского улуса
сегодня прийти на запись для того, чтобы при поступлении вакцины сразу пройти процедуру вакцинации. По республике на сегодня зафиксировано 303 случая укусов жителей республики клещами. Отмечается, что случаи нападения паразитов фиксируются в 15 районах и в столице. Наибольшее количество пострадавших в Ленском районе – 109 человек, в Алданском районе – 65, в Нерюнгринском районе – 51 случай, в Алекминском районе – 38. На столицу республики приходится 8 случаев нападения. По всем случаям укусов необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Лучший оператор почтовой связи Дальнего Востока трудится в почтовом отделении села Амга Майнского почтамта. Анисия Тимофеева стала абсолютным победителем в номинации «Лучший оператор Дальнего Востока» в профессиональном конкурсе лучших работников почтовой связи Дальнего Востока. Конкурс, проведенный накануне Дня Российской почты, прошел в онлайн-режиме. Конкурсанты смогли раскрыть свои профессиональные возможности и личностные качества. Анисия работает в Амгинском отделении почти 4-й год. В коллективе ее уважают за преданность профессии, знание всех тонкостей, легкость на подъем, уважительное отношение к людям и к клиентам. Этой осенью Анисии предстоит еще один конкурс. Теперь она будет бороться за звание лучшего работника по России. Оператор должен обладать коммуникабельностью, быстротой и быстро сориентироваться в ситуации и понять, чего хочет клиент. На данный момент мы готовимся к российскому этапу конкурса. Она будет очно в Москве в октябре. Это все к этому часу. Передаю слово коллегам. Спасибо большое, Влад, Да. за самые свежие и последние новости. Да, ну а мы продолжим, подхватим немного тему с полезной информацией традиционно для жителей города Якутска касательно отключения водоснабжения, временных ограничений по подаче водоснабжения. Сегодня, 21 июля, с 10 часов вечера по 22 июля, 6 часов утра, воды не будет в 60-м квартале. Там будет проходить работа по промывке и дезинфекции внутриквартальных сетей водоснабжения. Работу будет проводить акционерное общество «Теплоэнергия». Ну и напомню, да, что эти работы проводятся исключительно для того, чтобы подготовить систему водоснабжения к работе в зимний период, чтобы все было стабильно, качественно и хорошо, и зимой мы не переживали. Паша, ты знал, что у нас среди зрителей есть очень много людей, которые встречают утро не просто с нашей программой, а именно с рубрикой что бы ты подумал, какая рубрика любимая, одна из самых любимых? Вероятно, это может быть что-то постоянное, скорее всего, значит, зарядка. Все верно. Действительно, очень много наших зрителей любит встречать утро благодаря нашей именно зарядке. Поэтому не будем заставлять их ждать и переходим к нашей следующей рубрике. Доброе утро, республика! Ну что, начнем нашу зарядку? Упражнение номер 1. Становимся в положение планки, спина прямая, положение рук на локтях. Поднимаем правую руку в сторону, затем левую, каждый раз при этом выполняя выдох. Данное упражнение выполняем в течение 20 секунд. Упражнение «Подъем ног». Данное упражнение является связующим между первым и следующим упражнением. Выполняем на 10 секунд в темпе, при этом каждый раз, поднимая колено, делаем выдох. Упражнение номер 3. Становимся в упор на прямые руки. Ладонью правой руки касаемся левого плеча, ладонью левой руки касаемся правого плеча. При этом выполняем прыжок ноги врозь, ноги вместе. Каждый раз, выполняя при этом выдох, поясницу не прогибаем, спина прямая. Выполняем 20 секунд. Упражнение номер 4. Такое же, как и номер 2. Выполняем подъем ног. Каждый раз при подъеме колена мы делаем выдох. Выполняем 10 секунд. Упражнение номер 5. Становимся в положение планка на локте. Спина прямая, поясницу не прогибаем. Опускаем таз вправо, затем влево. Каждый раз выполняя при этом выдох. Данное упражнение делаем 20 секунд и затем повторяем весь комплекс еще на 2 подхода.
Ну все, на этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Замечательная зарядка. Я вот, кстати говоря, периодически беру пример с наших фитнес-инструкторов и пытаюсь что-то изобразить подобное дома. Да, но помимо зарядки, зарядка это в том числе, кроме бодрости, энергии и духа, это в том числе и, конечно, состояние здоровья. А здоровье у человека это, наверное, самое дорогое, что есть. Это здоровье его и его близких. И за ним, конечно же, нужно следить непременнейше. Как часто следишь ты за своим здоровьем? Вот проходишь ли ты какие-то постоянные медосмотры или только тогда, когда у тебя что-то заболит? Плановая диспансеризация, это тоже как бы в определенные промежутки времени, когда ее там объявляют для людей определенного года рождения. Конечно же, ФЛГ раз в год, это обязательная история. Ну и так, витаминки попиваю по утрам. Ну а вот как ты думаешь, для чего в организме человека нужен тот самый йод? Чем он может помочь? Или переизбыток его, или недостаток его в организме? Вспоминая рекламу одного препарата, связанного с йодом, почему-то кажется, что он так или иначе связан с работой мозга. Действительно, я вспоминаю свое школьное время, когда нам перед экзаменами, я помню, прописывали тот самый препарат и говорили, что нужно пить его для того, чтобы как-то легче усваивать информацию. Не знаю, насколько это правда или нет, потому что действительно количество йода мы не можем контролировать в домашних условиях, и поэтому следующая рубрика «Мой доктор» расскажет все-таки, какие могут быть проблемы, либо какие могут быть плюсы и минусы переизбытка или недостатка йода в организме. Доброе утро! Якутия, в том числе город Якутск, йододефицитный регион. И болезни, связанные с недостатком йода, к сожалению, распространены. А какую роль играет йод в организме человека? И как восполнить его дефицит? Ежедневная потребность в йоде зависит от возраста и физиологического состояния человека и составляет от 150 до 250 микрограмм в сутки. Йод – это микроэлемент, необходимый для образования гормонов щитовидной железы. Недостаточность йода является самой распространенной формой умственной отсталости, которую можно предупредить. При хроническом дефиците йода развивается ряд патологических расстройств. Например, нехватка йода в питании детей и подростков приводит к расстройствам нервной системы и психической деятельности, умственной отсталости. У взрослых дефицит йода снижает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию ожирения, гормонально-метаболических сдвигов, мастопатии, нарушения иммунитета, остеопороза, оказывает вредное действие на сердечно-сосудистую систему, повышает онкологический риск, прежде всего органов эндокринной и репродуктивной систем. У беременных это невынашивание беременности, мертворождение, врожденные аномалии, кретинизм, гипотиреоз, карликовость. Основным источником йода для человека являются морепродукты, морская рыба, крабы, креветки, кальмары, морская капуста, морские водоросли, такие как ламинария, нори, молочные продукты, фрукты и овощи. Следует иметь в виду, что йод наиболее оптимально усваивается при достаточном содержании в рационе белка, витаминов А, Е и ряда микроэлементов – селена, железа, цинка, меди. Прежде чем принимать препараты йода, взрослым людям необходимо провести обследование щитовидной железы для исключения ее гиперфункции. Если с помощью йодированной соли и продуктов питания не удается устранить дефицит йода, необходимо добавить лекарственные препараты, содержащие необходимое количество йода. Предпочтение отдается органическим формам. А более физиологичным и безопасным является использование органического йода морских водорослей. В заключение хочется отметить, что недопустима замена медицинских препаратов, содержащих йод, биодобавками. Будьте здоровы! Покупка квартиры либо другой недвижимости всегда является неким таким стрессом для человека, и зачастую мало кто знает, как и правильно, с чего начать и как весь длится этот процесс. Да, на самом деле можно воспользоваться услугами разного рода риэлторов и так далее, но это тоже время, это тоже какие-то лишние затраты и тому подобное. Но чтобы максимально помочь вам в этом вопросе, сегодня в студию, в гости мы пригласили юрисконсульта
офиса «Мои документы», центра «Мои документы» Антона Попова, с которым поговорим на тему сделки с недвижимостью. Антон, доброе утро. Доброе утро. Ну, самое главное, да, самое сложное всегда в любом вопросе купли-продажи не обязательно квартиры — это грамотно составить договор. Собственно, что важно предусмотреть в договоре или при продаже квартиры просто? Ну, в договоре важно предусмотреть именно предмет договора. Он должен быть строго определен. В предмете договора у нас определяется непосредственно, что происходит. Это либо купля-продажа, либо самодарение. В дальнейшем определяется тип недвижимости, который продается. Это либо земельный участок, либо жилые помещения в виде здания, либо квартиры. Также в этом должно быть указан кадастровый номер и запись регистрации. Затем определяется цена, а вот порядок расчетов уже дополнительно. Если есть какие-либо обременения, соответственно, обременения также должны быть предусмотрены. В основном это касается земельных участков. Ну, вот у нас приоритетная зона и зона затопления в последнее время. Вот. То есть, если мы все-таки определили все эти важные пункты, вот здесь возникает вопрос. Сейчас очень часто при сделке используют тот самый материнский капитал. В этот момент на что нужно обратить внимание? Ну, при использовании материнского капитала в договоре должно быть отдельно упомянуто, что используется материнский капитал. Должны быть указаны его реквизиты, это серия, номер, дата. Должны быть указаны реквизиты продавца, на какой счет должны быть поступать эти средства. И в случае, если приобретается, если несколько объектов недвижимости, соответственно, надо указывать, куда именно тратится материнский капитал. Вот вы упомянули, да, что бывает еще купля-продажа непосредственно земельных участков, ну или, может быть, дома на земельном участке. Есть ли какая-то разница вот между покупкой квартиры вот, в многоквартирном доме и земельного участка? Насколько она большая эта разница? Ну, разница заключается в том, что когда приобретаете жилые помещения, там дополнительно существенное условие появляется в виде прописанных лиц. Надо указывать, если прописанные лица есть, соответственно, надо указать, кто прописан, фамилия, имя, отчество, дата рождения и, соответственно, их судьбу. Именно остается за ней право пользования жилым помещением, либо они обязуются выписаться до определенного какого-либо срока. Ну, можно без срока указывать. Но здесь возникает вопрос далее о оплате налогов, да? Вот скажите, пожалуйста, как нужно правильно уплачивать налоги при продаже или даже дарении? Ну, при продаже налог оплачивает непосредственно покупатель. Ой, извиняюсь, продавец. Потому что он получает доход в виде 13%. Но при этом, если он владеет недвижимостью больше 3 лет, соответственно, он уже не оплачивает налог. При дарении налог уже оплачивает непосредственно даряемый. Но в этом случае, если они близкие родственники, это супруги, там, по восходящей это отец, мать, в этом случае у них не возникает налога. Во всех других возникает налог по даряемому. Ну, вот говоря про 3 года пользования, то, что безналоговый режим, насколько я знаю, могу ошибаться, что этот срок недавно повышали до 5 лет. Он сейчас до 3 снижен уже. Уже снижен до 3 лет, Да. то есть независимо от региона и так далее. Но у нас в республике как минимум 3 года. Ага. Ну, а существуют ли какие-то сроки регистрации сделки по купле-продаже недвижимости? Но у нас в среднем это 9 рабочих дней идет через Росреестр. Но если идти через нотариуса, у них сокращенные сроки, там ориентировочно 1 рабочий день выходит. Там может быть дольше, но примерно 1 рабочий день. В будущем у нас планируется сократить до 15 минут для нотариусов. Ну, Антон, спасибо большое, что пришли, дали нам такую консультацию. Думаю, она полезна будет для наших зрителей. Ну и мы продолжаем наш эфир. Спасибо еще раз. Хорошего вам дня. Маленький шажок для человека и огромный шаг для всего человечества. Знаешь эту фразу? Да. Откуда она? Ну, конечно же, это тот самый знаменитый Нил Армстронг. Да. И действительно, 52 года назад его нога впервые коснулась поверхности Луны. Да, при этом с тех пор очень много разных теорий заговоров, что эта высадка на Луну была снята где-то в телевизионной студии. Кто-то говорит, нет, кто-то все-таки утверждает, да, и от этих людей большинство, что посадка была действительно. Вот ты что думаешь по этому поводу? Я все-таки склонна верить тому, что это было, этот факт был реален, и это все-таки не придуманная история. Но я буду солидарен с этой мыслью, потому что, мне кажется, да, это одно из величайших достижений человечества. Если это вдруг было бы обманом, будет очень грустно нам всем. Но о том, какие еще события произошли в этот день, в разные годы жизни нашей цивилизации, узнаем из нашей рубрики. 21 июля – Национальный день хот-дога в США.
По народному календарю, какая погода в этот день, такая же будет и 2 августа. 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. 21 июля 1774 года Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал завершением второй из 6 русско-турецких войн 18-19 веков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом. 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. 21 июля 1917 года главой российского правительства стал Александр Керенский. В 1969 году в этот день человек впервые вступил на поверхность Луны. Это был Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. 21 июля 356 года до нашей эры родился Александр Македонский, царь и полководец. 21 июля 1620 года родился Жан Пикар, французский астроном. В 1899 году в этот день на свет появился Эрнест Хемингуэй, американский писатель. 21 июля 1925 года родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 21 июля 1948 года появился на свет Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. 21 июля 1971 года родилась Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор. Вот Я такие события, да, Паш? Я, кстати, в течение всего месяца заметил такую тенденцию, ну, может быть, и потому что я сам рожден летним месяцем, да, что очень много актеров, знаменитых людей именно творческого направления, музыканты, ну, в основном это все-таки актеры и артисты, родились именно вот в этот период, середина года где-то, то есть летние жаркие дни, не знаю, может быть, как-то это вот влияет на то, что они становятся такими, ну, яркими, творческими. А да. еще они очень скромные. Вполне вероятно. Я не знаком я с ним лично, но почему они могут быть скромными? Потому что, как мне подсказывают наши коллеги, возможно, они вовремя правильно выбрали свой вуз. Кстати говоря, про вузы, да. Лето — это всегда приемная кампания, это поступают люди, вчерашние школьники уже становятся абитуриентами, выбирают, куда же поступить. Раньше это проблема, ну не проблема, эта ситуация, она была такая посложнее, нужно было приходить в каждом вузе писать экзамены. Нет, нужно было для начала приобрести книжку, такой, знаешь, такой маленький буклетик, где был перечень всех университетов, проходной балл, ну, в мое время уже был проходной балл, контактные телефоны, необходимые документы. И я помню, вот мой буклет, он был настолько, вот знаешь, такой замусоленный, потому что листала его я, и листали его родители, и тогда это было очень... Он почти переходил по наследству. Кстати говоря, да, на следующий год мы его передавали другим. Детям помладше на год. Да. Но сегодня с развитием, конечно же, цифровых технологий все это становится проще намного, и почти у всех компаний, тем более у высших учебных заведений, есть свои сайты, где вся информация доступна изложена. И вот о том, как пользоваться этими сайтами так, чтобы не запутаться, потому что запутаться можно везде, даже в самом простом деле, как раз расскажет наша рубрика «Полезные советы». Многие абитуриенты не уверены, проходят они вуз или не проходят, и данный вопрос остается открытым для многих из них. И скажу сразу, точную информацию об этом вам никто не сможет дать по той причине, что проходной балл меняется каждый год. Связано это со многими факторами. Изменения в количестве бюджетных мест, усложнение вариантов ЕГЭ, заинтересованность студентов и многое другое. Однако существует способ, который помогает узнать примерную возможность пройти на бюджетное или на платное место в университет, о чем я сейчас вам и расскажу. Самый простой из них – это обратиться к базам данных высших учебных заведений с целью узнать проходной балл прошлого года. Из плюсов данных баз данных, они достаточно просты в оформлении, например, как Вузопедия, и имеют множество фильтров.
Как мы видим, мы можем выбрать город, направление, баллы ЕГЭ, условия такие, как наличие общежития, форма обучения и так далее, многие другие. Из минусов данные базы бывают неполными. В них нельзя найти проходной балл на поступление по договору, и многие из них не имеют некоторых университетов. Например, на Узипедии нет СВФУ. Поэтому данные базы данных не дают полной картины, и есть способ надежнее. Более точно баллы предыдущих лет можно узнать непосредственно на сайте вуза. Сделать это достаточно просто. В поисковике набираем название вуза, в нашем случае это Северо-Восточный федеральный университет, приказы о зачислении и предыдущий год, в нашем случае это 2020. Открываем сайт, который нам нужен, и находим несколько ссылок, также это могут быть документы. Находим нужные нам ссылки, то есть это места по договорам об оказании платных услуг, в нашем случае, на заочную программу. И смотрим на непосредственно баллы предыдущих лет. На сайте может быть несколько приказов одного и того же вида. Связано это с тем, что поступление происходит так называемыми волнами. То есть приказов о зачислении бывает несколько. В этом случае мы должны найти все. Таблицы расположены не по порядку, и поэтому самый низкий балл стоит вычислить вручную. Такие приказы есть у каждого государственного университета на их официальном сайте. Разобраться с поступлением – это подвиг для каждого будущего студента. Но я надеюсь, что данный совет сделает этот процесс немного проще. Желаю удачи всем студентам. И мы вновь приветствуем всех, кто, возможно, только присоединился к нашему утреннему эфиру. И напоминаем вам о том, что в прямом эфире вы смотрите программу «Утро Якутии» Сегодня на телеканале Якутия-24 и НВК НК «Саха». Сегодня на календаре 21 июля, и это утро, как и все утро этой недели, встречаем с вами мы, Дарья Анкехова, Павел Танин. Ну и, собственно, самая, опять же, актуальная наша тема, проблема этих дней, это, конечно же, смог, дым. Как же с ним бороться? Ты вот лично как ты с ним борешься? Ну, я уже, по-моему, говорила, мы с тобой разговаривали на эту тему, о том, что, ну, конечно, употребляю очень много воды, делаю влажную уборку дома, стараюсь не открывать окна лишний раз, ну и, конечно же, стараюсь меньше проводить времени на улице. Да, ну, я, на самом деле, для квартиры, для домашних приобрел увлажнитель воздуха, надеюсь, что он как-то спасет ситуацию. В целом, мне, конечно же, везет, я не особо чувствую вот этот гарь, мне глаза не режет и так далее. Тем не менее, стараюсь почаще даже на улице носить маску. Если у вас есть какие-то проблемы с дымом, можете, кстати, о них написать, или, возможно, у вас есть лайфхаки, как вы боретесь с этой ситуацией. Можете отправить это все на наш WhatsApp, номер 8 914 273 4488. Мы, конечно же, вашими лайфхаками поделимся с нашими зрителями. Ну, а также у нас есть Инстаграм, адрес вы видите прямо сейчас на экране. Пишите нам, возможно, у вас есть какие-то вопросы к нам, либо, может быть, советы, или, может быть, хотите поделиться эмоциями, либо стать участником нашего эфира. Пожалуйста, напишите нам в директ, и мы обязательно ответим вам. Ну и, конечно же, на нашей странице в Инстаграм всегда есть материалы выпущенные, вышедшие в эфир. И, конечно же, можно посмотреть запись выпуска на нашем YouTube-канале. Ну и самое время передать слово нашему коллеге Владу Давыдову, который подготовил самые последние актуальные новости на сегодняшний день. Снова приветствую студию «Утро Якутии». Влад Давыдов с новостями к этому часу. IT-компания «Майтон» выделила 30 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии. Цитата. «Мы верим, что стихию можно остановить, если действовать сообща. Все в наших руках», говорится в сообщении IT-компании. Отмечается, что средства пойдут на закупку необходимого оборудования для тушения пожаров, а также на будущее восстановление лесов. Ранее финансовую помощь на тушение лесных пожаров также направил известный якутский предприниматель Арсен Томский. На средства фонда для районов, где действуют лесные пожары, было закуплено все необходимое оборудование. Республиканский центр оказания психологической помощи ведет работу с населением в связи с действующими в регионе лесными пожарами. Как отмечают специалисты, психология людей разная. Ситуацию с лесными пожарами каждый воспринимает индивидуально. И сегодня центр, созданный при Республиканском Минмолодежи, работает со всеми, кому необходима такая специализированная помощь.
Она оказывается бесплатно и дистанционно. Обратиться в Центр психологической помощи можно через администратора по номерам 35 10 46, а также по номеру телефона доверия 8 800 135 50. Порядок государственной регистрации рождения и смерти в электронном виде ранее утвердило правительство. Как следует из текста документа, подать заявление о госрегистрации рождения или смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС можно будет через единый портал госуслуг. Заявления направляются в форме электронного документа и подписываются простой электронной подписью заявителя. Для регистрации рождения ребенка понадобится заявление обоих родителей, состоящих в официальном браке, а также справка о рождении ребенка из роддома. Ну а если ребенок родился в неполной семье и отцовство только предстоит установить дистанционно, заявление принято не будет. Госэкспертиза утвердила проектную документацию капитального ремонта проспекта Ленина в столице на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова. По плану улицу расширят до 4 полос и добавят цветные велосипедные дорожки длиной в 3,5 километра и шириной 2 метра по обеим сторонам дороги. Их включат в объединенную сеть велосипедных дорожек, куда входят улицы Суруна-Амаллона, Хабарова и Чернышевского. Капремонт дороги и замена тротуаров будет проводиться от фасада до фасада зданий вдоль всего проспекта Ленина. Так будет отремонтировано почти 3 километра проезжей части общей площадью около 69 тысяч квадратных метров, прилегающие тротуары и скверы на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова. Это все к этому часу. Удачного дня. Продолжит эфир коллеги. 23 июля в Якутске пройдет инклюзивный фестиваль молодежи без барьеров. Да, это, собственно, фестиваль, мероприятие проводится с целью создания условий для развития самореализации и социализации молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для популяризации инклюзии во всех сферах жизнедеятельности. Участие будут принимать молодежь с инвалидностью и без в возрасте от 16 до 35 лет. И сегодня в нашей студии гость – это один из организаторов фестиваля Нургуяна Попова. Нургуяна является председателем автономной некоммерческой организации людей с инвалидностью «Движение без барьеров» Республики Саха-Якутия. Нургуяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажи, пожалуйста, нам о том, что же за фестиваль, кому принадлежит эта идея и вообще в который раз он проводится у нас в городе. Это у нас проводится как молодежный клуб движения. У нас при организации есть такой молодежный клуб. Мы объединяем молодежь с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья уже с 2018 года. И в прошлом году мы выиграли грант Ильдархана на проведение вот таких вот фестивалей. В этом году мы провели уже 3 фестиваля. Ну, они прошли как бы не в таком широком формате. Мы приглашали наших районов, партнеров проекта, которые дали согласие, чтобы у них тоже вот развивалось это движение объединения молодежи с инвалидностью. И 23-го у нас состоится итоговый фестиваль, куда мы собираем, так как фестиваль у нас называется инклюзивный, мы собираем молодежь с инвалидностью и без инвалидности. То есть мы хотим создать такую единую среду, чтобы и молодежь общалась, развивалась, обменивались своими мнениями, да? Вот. И 23 у нас такая программа, что с 11 утра, это все пройдет дистанционно на площадке Zoom. С 11 часов ребята включаются на знакомство, на тренинг по коммуникативным навыкам. Также у них ждет интерактивная игра «Профессия будущего». Также для участников пройдет урок доброты, и вечером их ждет квиз-игра. Да, то есть такая активная программа, чтобы ребята именно общались между собой. И в рамках нашего фестиваля пройдут 2 конкурса. Это литературный конкурс чтецов. Ну, будут декламировать стихи, свои стихи известных авторов, и также конкурс рисунков. Ну вот говоря про конкурсы, как раз какие-то вот есть именно требования к участникам, которые могут участвовать в этих конкурсах? Ну и вообще, есть ли какие-то ограничения, ну, допустим, возрастные, да, группы какие-то созданы, или все участвуют в одном потоке? Ага, у нас только возрастное ограничение получается от 16 до 35
лет. То есть именно общество молодежи мы пытались создать. И других каких-то ограничений нет. Вот даже в условиях говорится, что могут участвовать молодежь без инвалидности. То есть любой желающий может участвовать. А какая же тематика вот именно по конкурсу стихотворений и рисунков? Ага, по стихотворению у нас по 2 номинациям идет. Это стихи собственного сочинения и стихи известных авторов. Да? И еще раз упомяну, что это пройдет в день самого фестиваля, да, то есть 23-го. И до этого мы принимаем заявки. И по конкурсу рисунков у нас конкурс называется «Доступный мир». То есть тематика такая, что это доступная среда, инклюзивная среда, да? Вот. И заявки принимаются до 26 июля. Ну вот всегда как бы такой, наверное, шаблонный вопрос, тем не менее он очень актуален всегда, когда есть какой-то конкурс. Кто будет судить работы, ну, собственно, кто жюри, и как будут оценивать они эти работы, и какие поощрения для победителей или просто для участников предусмотрены? Вот. Буквально на днях к нам присоединилась окружная администрация, да, помочь в проведении конкурсов и самого мероприятия. И поэтому в членах жюри будут специалисты управления молодежи города Якутска и также наши специалисты нашего молодежного клуба. Вот. А оцениваться, конечно, они будут компетентны, можно сказать, да? То есть мы будем смотреть по стихотворению на артистизм участника, да, на его желание, на его, как можно сказать? Ну, в общем, главное проявить креативность какую-то, да? Главное проявить креативность, да? А по рисункам это, конечно же, раскрытие тематики, да, вот «Доступный мир». А вот на данный момент сколько заявок уже подано вот, для участия вообще в фестивале и, соответственно, вот по конкурсной программе, чтобы зрители немножко понимали, насколько серьезна та самая конкуренция, да? Ага. Ну, достаточно у нас заявок, больше всего заявок на участие в конкурсах. И хочу отметить то, что ну, есть такой запрос на такие мероприятия, но когда мы отправляем наши анонсы, да, ну почему-то как-то начинается застой почему-то, да, то есть заявки подаются в последний день перед мероприятием или даже в день мероприятия, поэтому хотелось бы, чтобы молодежь заактивировалась и подавали заявки заранее. Вот у вас сегодня есть прекрасная как раз возможность обратиться к потенциальным участникам, призвать их участвовать в фестивале. Ага. А так, уважаемая молодежь, с инвалидностью, без инвалидности приглашаем вас 23 июля принять участие в нашем инклюзивном фестивале «Без барьеров». Если вам от 16 до 35 лет, прошу подать заявки по номеру телефона 8 984 102 62 55. Мы примем ваши заявки, и 23 июля мы с вами встретимся. Вот так вот. Поэтому, дорогие друзья, будьте активны, да, и примите участие. Почему? Это сидя дома у себя, можно вот так вот... С телефоном в руке, с ноутбуком. Да, и мне кажется, можно внести свою лепту, ведь не обязательно, да, быть, знаешь, таким каким-то человеком вне этой истории, потому что, мне кажется, от чужих бед не бывает, и просто пообщаться, поделиться эмоциями и порадовать друг друга. Да, все-таки человек — это всегда было социальное существо, которому нужно общение с другими людьми. Поэтому почему бы не воспользоваться такой возможностью? Нургиана, спасибо большое, что пришли. Надеемся, что заявок будет много, это будет грандиозное событие. Ну и прежде чем с вами попрощаемся, такой вопрос, ну, чтобы мы продолжаем далее наш эфир. Как в эти дни вот со смогом, с дымом справляетесь? Есть ли какие-нибудь лайфхаки? Ну, у нас всегда закрытые окна, только когда дым приходит, мы открываем, проветриваем с двух сторон, да, и также увлажнитель воздуха нам помогает. Ну, а мы сейчас немножко перенесемся в другую часть нашей страны, причем абсолютно диаметрально противоположную, в Москву, потому что в Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Жара в столичном регионе, она побила сразу несколько рекордов. Действительно. Как спасаются жители нашей столицы, узнаем в материале нашей коллеги Анастасии Литвиненко.
Жара в Москве бьет все рекорды. Только за последние 2 месяца пали сразу несколько рекордов 1936, 51 и 2010 годов. Было зафиксировано плюс 35. Это жарче обычного примерно на 7-9 градусов. Жители и гости столицы спасаются как могут. В офисе у нас кондиционеры, а тут я холодный супчик ела. Гулять, загорать. Искать водоем или на даче релаксировать. И кондиционер на работе, и дома. Матрас перетащила специально в гостиную, чтобы можно было спать под кондиционером. Утомленные солнцем москвичи отправились на пляжи. В столице официально разрешено в этом году всего 11 мест для купания, но большая часть из них находится далеко, и добираться туда неудобно. Если есть деньги, можно позагорать и у бассейна в центре города. Правда, придется заплатить от 500 до 1000 рублей за разовое посещение, без учета дополнительных услуг в виде лежаков и полотенец. Но что делать, если возможности уехать в Подмосковье у вас нет, а бездельничать у бассейна не ваш вариант? Многие москвичи нашли ответ на этот вопрос и приехали сюда, в парк Музеон. Охладиться здесь может каждый, пройдя сквозь сухой фонтан и проверив свое везение. Особенно это место нравится детям, которые бегают и ловят брызги, что превращает спасение от жары в игру. А мы живем здесь буквально через пару домов, поэтому мы пришли сюда пешочком. Вот заменяем бассейн этими фонтанами. Потому что я не знаю, где еще можно позагорать и облиться холодной водой. Если бы сделали где-то зону отдыха с душами, мы бы туда поехали. На самом деле мы увидели по телевизору, и мы очень хотели попасть именно в это место и пофотографироваться заодно. Но эксперты говорят, находиться на улице в такую жару небезопасно из-за большого риска теплового стресса. Лучше всего стараться сидеть в тени, пить больше жидкостей, не переедать. Но не нужно забывать, что опасность в жару может исходить и не от солнца. И, конечно же, следили за тем, как мы ведем себя, когда приходим в какое-то холодное помещение. Здесь есть рекомендации относительно того, что перепады не должны быть какими-то катастрофическими. И это касается и помещений, это касается и автомобилей. А вот для некоторых москвичей жара только во благо. Производители мороженого и прохладительных напитков увеличили выручку в несколько раз. Правда, такой спрос может скоро уменьшиться. На этой неделе синоптики обещают понижение температуры в столичном регионе. Анастасия Литвиненко, Виктор Олесов, Москва. Ну, а в Якутске люди страдают не только от жары, причем тоже такой хорошей, крепенькой жары, но и, как мы уже весь эфир, и вчера мы об этом говорили, это, конечно же, смог и дым. И вот о том, как бы еще какие лайфхаки могут быть, как справиться с этой напастью самостоятельно, подручными средствами, расскажут наши корреспонденты. 97-летняя ветеран войны Раиса Васильевна в эти дни спасается от жары и смога как может. Без необходимости старается из дома не выходить. Мы, конечно, всячески стараемся защищать себя. Ложась отдыхать, ставим тазик с водой. И форточки, и балконные двери мы крепко закрываем. Увлажнитель периодически включаю. Пью много воды, обзваниваю своих женщин и советую то, что услышала по телевизору, от добрых людей, от врачей. От жары и дыма страдают не только пожилые и больные. Вполне здоровые и даже молодые в такие дни могут испытывать головные боли и даже депрессию. Самый подверженный контингент населения – это люди, страдающие хроническими заболеваниями, это заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистыми. Таким людям необходимо придерживаться всех рекомендаций лечащих врачей, по необходимости не выходить из дома. Если есть необходимость выйти на улицу по делам, по своим магазинам, то необходимо использовать защитные средства. Это маски. Желательно всего использовать марлевую маску, 5-слойную, и желательно ее увлажнить. Если приходится продолжительное время находиться на улице, то нужно носить головной убор. Маску лучше респиратор. Чаще пить воду, время от времени увлажнять лицо и слизистые, используя для этого спреи и увлажняющие капли. Кстати, контактным линзам лучше временно предпочесть очки. В сильную жару поможет намоченный платок из натуральных тканей на шею. Платок еще можно использовать в сильную задымленность, если нет с собой респиратора. Еще одним ручным кондиционером может послужить обычная вода, замороженная в бутылке. Ее можно просто держать в руках, вода охлаждает кровеносные сосуды и поможет не перегреться.
В офисе и в квартире медики не советуют использовать уличный кондиционер, особенно в период задымленности, потому что при циркуляции воздуха он захватывает его с улицы. Лучше всего включать обычный вентилятор, немного его модернизировав. Подобных лайфхаков сейчас полно в Ютубе, и, говорят, они работают. Помогает и частое распрыскивание воды из пульверизатора. Все эти способы, конечно, не на 100% помогут, но значительно облегчат ваше состояние. Будем надеяться на прогнозы синоптиков, которые в эти дни обещают изменение направления ветра, в частности в Якутске, что избавит от дыма от пожаров и принесет долгожданные осадки. Одно из самых главных ярких событий этой недели – это, конечно же, открытие долгожданных летних Олимпийских игр в Японии. Да, в пятницу открытие церемонии состоится. К слову, в пятницу у нас будет включение прямое из Олимпийского Токио, поэтому не пропустите. Через 2 дня будем максимально близко к этому событию. Мы притронемся и пообщаемся. Ну а с понедельника в Токио действуют транспортные ограничения, связанные с предстоящей Олимпиадой. На дорогах появились специальные полосы для участников игр. Повышается плата за пользование некоторыми магистралями вблизи олимпийских объектов. Да, подробности в следующем сюжете. За несколько дней до открытия Олимпиады на дорогах в Токио и в префектуре Тиба появились выделенные полосы. Двигаться по ним смогут автомобили с соответствующей символикой, перевозящие атлетов, спортивных функционеров и журналистов между олимпийскими объектами. Транспортное управление японской столицы повысило стоимость проезда для частных машин по скоростным эстакадам. Она составит 1000 йен или 680 рублей по курсу в день и будет взиматься с 6 утра до 10 часов вечера. Нарушение временных правил со стороны обычных водителей будет караться 1 штрафным баллом и 6000 йен, что составляет чуть больше 4000 рублей. Въезд на некоторые участки будет закрываться в зависимости от дорожной обстановки. Полиция советует водителям и владельцам коммерческих предприятий воздерживаться от использования автомобилей и знакомиться онлайн с информацией о ситуации на магистралях, если без машины не обойтись. Даш, знаешь о такой профессии? Мы, кстати, о ней не раз рассказывали в эфире нашей программы. Кто такие грумеры? Ну, мне повезло, я встречаюсь с представителями этой профессии как минимум раз в 2 месяца, потому что у меня есть маленький домашний питомец, и, конечно же, без услуг грумера не обойтись. Да, но мы как бы знаем, что грумеры это, в нашем сознании в первую очередь это приличный вид кошек и собак. Но, оказывается, услугами грумеров пользуются не только домашние животные. Например, бывают и среди клиентов этих специалистов и даже верблюды. Действительно, продавцы верблюдов в Карачи в преддверии праздника Курбан-Байрам озаботились внешним видом своего товара и пригласили грумеров украсить шерсть животных узорами. На кадрах можно увидеть процесс декоративного выстригивания верблюжьей шерсти на городском рынке крупного рогатого скота. Фермер Али Хасан Шах рассказал, что перенял искусство стрижки у своих предков. Теперь он мастерски справляется с работой ножницами и создает на покрытых шерстью боках верблюдов узоры. По словам Шаха, стрижка верблюжьей шерсти для него не только источник дохода, но и страсть. Вот оно, произведение искусства, да, на верблюде. Кто бы мог Почему подумать, и да? нет? Все-таки, в принципе, даже парикмахеры, это, и грумеры тоже, получается. Они это считаются люди немножко такие творческие, поэтому творить нужно приходится. Ну и в эпоху гаджетов, Паш, вот такой вопрос тебе. Как часто используют вот те самые смайлы? И вообще задумывался ли ты, когда и кто изобрел ту самую первую улыбающуюся рожицу? Ну, слушай, я знаю, что первый смайлик, вообще смайлики появились примерно в 90-е годы. К вопросу о том, что пользуюсь ли я смайликами, сейчас нет, потому что смайликом все-таки, оказывается, считается вот эта вот история, там, 2 точки, скобка и так далее. А то, что мы пользуем сейчас в WhatsApp, Телеграмах и прочих вайберах, это называется эмоджи.
эмоджи. И ими я тоже заваливаю чаты, иногда без слов, просто смайлики. На самом деле, оказывается, самый древний смайлик был обнаружен учеными еще 3500 лет назад. Древнейшее в мире изображение смайлика, нарисованного на кувшине для воды возрастом 3700 лет, обнаружили в турецком районе Каркамыш. Сосуд с эмодзи разместили внутри стеклянной витрины в археологическом музее Газиантепа. Сам же смайлик, нанесенный черным цветом, можно увидеть на внешней стороне кувшина. Как рассказал директор музея Азгур Камак, сосуд был найден во время археологических раскопок недалеко от сирийской границы, в районе Каркамыш, гробницы Газиантеп в 2017 году. По его словам, руководству музея удалось успешно восстановить его. Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. Мы встретили с вами утро в программе «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха». Встречали это утро с вами мы, Дарья Ангехова, Павел Танин. И еще 2 дня встречать с вами его будем. Ну а завершим мы наш эфир замечательными кадрами летнего дождя, которого ждет вся республика. Да, хотя бы на него посмотрим. А может быть, это все визуализируется и действительно ливни прольются на территории всей Якутии. Доброго утра вам и хорошего дня.